Почти 2000 лет назад, когда древнегреческие географы пытались описать нашу родину, нашу страну северную, как они называли ее, Скифия или там Гиперборея, то они говорили: мы мало что знаем, значит, об этой земле, но там огромное количество рек. Значит, вот это такая характеристика, которая сразу бросалась в глаза. Ну и в самом деле вдоль рек в основном, значит, селились все народы, которые составили в будущем наше великое российское государство. Знаете, вот иногда сейчас многие люди говорят так с недоумением: ну почему же наши предки жили прямо на берегу реки? Вот пошел паводок, их затопило. Ну что ж они такие глупые, надо было подняться на горку. Но понимаете, значит, это такое наивное суждение, потому что для людей, особенно в старые времена, вода – это жизнь. Надо находиться как можно ближе к воде. Это и повседневно нужно человеку, это и содержание, значит, хозяйства, это и средства коммуникации, водные пути. Вот в конце XIX века наши ученые, географы, провели такой, эксперимент, что ли. Они взяли карту нашей страны и убрали оттуда все: горы, реки, перевалы всевозможные и так далее, и так далее. И нанесли на эту карту только населенные пункты, строго по их географии, по координатам, которые, значит, положены географическим. И когда они сличили эту карту с картой речной сети российского государства, то они начали совпадать на 95%. Это значит, что все основные населенные пункты нашей республики, все поселения находились так или иначе на берегах больших или малых рек. Да и, собственно говоря, образование нашего государства связано с водными путями. Помните, Древняя Русь, значит, это государство, которое возникло на пути из варяг к Греке, из Балтийского моря в Черное море. Это главный торговый путь Европы тогда был. Тогда еще не была открыта Америка, тогда не было никакого Советского канала. Значит, так, и это главный торговый путь был Европы. Несколько позже, когда изменились политические обстоятельства, и Византия, Византийская империя, которая находилась на берегах Черного моря, там, где сейчас Турция, потеряла свое значение, начались там крестовые походы и так далее, значит, и торговля завяла, то главным стал путь из Балтики через Каспийское море в арабские страны. И закономерно центр нашего государства переместился из Киева во Владимирскую землю, то, что потом стало Московским царством, потому что это был главный путь, теперь надо было контролировать Волгу. Вот если взять продвижение нашего государства на север, северо-восток, народов, всех народов нашего государства, то оно ведь тоже шло через реки большие. Вот если посмотрите на карту и посмотрите, когда тот или иной населенный пункт или город был создан, вы увидите, что сначала возникли города на севере, а уже потом на юге Сибири, и так вплоть до Дальнего Востока. Почему? Потому что люди продвигались по большим рекам. А на севере наши главные реки, которые текут в меридиональном направлении, значит, Обь, там, Енисей, Лена и так далее, почти смыкаются своими притоками. И так по притокам, волокам, дальше, дальше, дальше. И в конечном итоге мы создали все народы, которые населяют нашу страну, создали одно из самых величайших в истории всего человеческого государства, каким был, например, Советский Союз. Вот наша российская цивилизация – это речная цивилизация. Знаете, говорят, что бывает степная цивилизация, значит, так, когда создавались великие государства на степных просторах. Бывают морские цивилизации, скажем, античная цивилизация Средневековья, которая вокруг Средиземного моря, значит, государство Александра Македонского, потом Римская империя, потом, предположим, Великобритания. А Россия, значит, это речная цивилизация. Вся наша жизнь связана с рекой. И вот это естественное, что ли, состояние рано или поздно должно было привести к тому, что началась работа по усовершенствованию этих путей. Вот особенно активно, значит, она началась во времена Петра I. Тогда возникли первые проекты, как же соединить наши реки каналами. И на протяжении почти 200 лет непрерывно велась эта работа. Была создана, вы знаете, система каналов, Верхневолодская,
вот Вышний Волочек есть такой город, значит, из реки Волги к Балтийскому морю. Значит, потом была создана Мариинская система, Тихвинская система. Тогда же началось проектирование системы, которая связала бы реку Каму с реку Обью, то есть перешагивали каналами Урал. Тогда на практике, на самом деле, в реальности, значит, был создан канал между Енисеем и Обью. Тогда планировалось соединить Ангару или Енисей и с нашей рекой Леной двумя возможными путями. То есть, будем говорить, для страны настолько были важны эти пути, что ими занимались на государственном таком уровне, государственных масштабах. Ну а для нас на северо-востоке страны, значит, конечно, водные пути длительное время были самыми главными путями, единственными путями, которые обеспечили какую-то связь нашей республики со всей остальной страной, с Россией. И судоходство на Лени, известно, началось в середине XIX века. И уже тогда начались первые работы по улучшению этого судоходства. Ну, проводились, как тогда говорили, камнеуборочные работы. Иначе говоря, при помощи лебедок и так далее сдвигали большие валуны, вручную где-то расчищали прорези на перекатах и так далее. Эти работы в бассейне Лены первоначально велись на двух реках. Значит, это вот наша река Юдома, значит, и наша река Витим. Ну, это было связано с развитием золотодобывающей промышленности на территории республики. Все это происходило еще в конце XIX века. А уже в 1911 году была создана еще во времена Российской империи, значит, Ленская партия по изучению и поддержанию судоходства на реке Лени. Ленская партия. Чем занималась эта партия? Самое главное дело, которое они сделали, это создали навигационные карты, как двигаться кораблям, судам. На верховьях Лены, ну, примерно, допустим, от Качуга в Иркутской области до устья Витима, они уже начали ставить судоходную обстановку. То есть бакины, значит, знаки главного судового хода, вешки, которые показывали глубины, то есть начали обустраивать путь. Тогда же, еще до революции, началось и улучшение судоходства на Лени. В 1915 году был куплен, представляете себе, в Англии, значит, паровой экскаватор, значит, при помощи которого вели дноуглубительные работы для того, чтобы, значит, пропустить корабли. А потом еще два купили. Вот несмотря на гражданскую войну, значит, после революции, все равно работы по Лени продолжались. Были созданы специальные экспедиции, которые так или иначе изучали, несмотря на все трудности военного времени, поддерживали как-то судоходство и так далее. А уже в 30-е годы, конечно, за Лену взяли всерьез. И вот когда мы говорим, что будет юбилей нашего администрации водных путей Ленского бассейна, или, как это раньше у нас было, Ленское государственное управление водных путей и судоходства, значит, так, а еще раньше они другие были названия, то это как раз вот, значит, 1938 год, когда было создано специальное такое управление, которое потом трансформировалось и вот дожило до наших дней сейчас в качестве такой мощной, солидной организации. Вот удивительно, но тогда, в 30-е годы, вот уже этими структурами, которые были созданы для Лены специально, был разработан такой генеральный план, а как же должны быть организованы водные пути в бассейне Лены. И тогда был выделен магистральный путь. Это вот от Осетрова через Якутск, значит, и до Тиксы. Это по реке Лени, плюс кусок реки Алдан от ее места впадения в Лену и до устья Учура, и кусок реки Витим от ее устья впадения в Лену и до Бодайбо. Вот это главный магистральный путь, на котором нам было обеспечить глубину 1,5 метра, для того, чтобы могли пойти крупнотоннажные суда. Потом была выделена система подводящих путей. Ну, например, от Качуга до Осетрова, значит, или, например, от Тамота до Учура, значит, или, например, от Бодайбо туда в Верховье, значит, или, например, наша река Вилюй, значит, река Алекма, это подводящие пути главной магистрали. На них надо было, планировалось обеспечить глубину 1 метр. Значит, ну и остальные реки были отнесены к путям для мелкосидящего флота, где, ну, типа вот наши Мархи, предположим, там, значит, или Юдомы, значит, где надо было обеспечить глубины до 50 сантиметров. Вот какой генеральный план был создан.
А смотрите, давайте сравним с современностью с нашей. Вот сейчас мы говорим о сети автомобильных дорог Якутии. Мы тоже говорим, должна быть опорная сеть в эти магистрали. Это федеральная дорога Лена, дорога Колыма, дорога Вилюй. А к ним должны подсоединяться в качестве подводящих путей республиканские дороги. Нам, значит, Умнас, Кобяй, Амга, а уже к республиканским районной дороге. Вот видите, как, то есть как бы способ мышления уже тогда был такой, как сейчас, стратегического такого характера. Ну, конечно, значит, помимо вот этих вот планов начались активные работы по углублению на Лене. Вот тогда, значит, была впервые создана семафорная проводка судов на наиболее опасных участках, например, Щеки, ну это верховьях Лены, кто там бывал, значит, видел, что это такое. И значение вот этого пути для республики все возрастало и возрастало, потому что республика начала развиваться. Значит, все больше и больше грузов надо было перевозить. Другого пути не было, но был сухопутный путь, Амуро-Якутский автомобильная магистраль, но она по временам тем, значит, использовалась в качестве для гужевого транспорта, было очень мало, значит, средств и, будем говорить, возможности завести груз. Главное – это Лена. Вот характерный пример, знаете, в конце 40-х, начале 50-х годов руководство республики Илья Егорович Винокуров, который был тогда первым секретарем якутского обкома ВКБ, значит, и Семен Захарович Борисов, который был председателем Совнаркома Якутии, они добивались того и ставили вопрос перед Иосифом Виссарионовичем Сталиным о том, что надо строить железную дорогу на Якутск, то, что сейчас мы называем Аямом. Но поскольку возможности тогда дорогу построить не было, и им говорили, что да, значит, руководство страны Советского Союза знает, что дорогу надо строить, но послевоенный период времени, значит, и необходимость восстановления народного хозяйства не позволяет прямо сейчас этим заняться. Это будет отнесено на 3 десятилетия. Тогда они поставили вопрос, который лично утвердил Иосиф Виссарионович, о том, что необходимо создать автомобильную дорогу между таким городом Заярском, это на реке Ангара, до Осетрова, это на реке Лена. Почему Заярск? Потому что от Иркутска до Заярска можно было судами перевозить грузы. А дальше начинались эти знаменитые пороги на Ангаре. Ну, самый известный из них порог Падун, где потом построили Братскую ГЭС. Дальше пройти было невозможно, поэтому автомобильная дорога на Осетрова, из Осетрова перегрузка и поехали на Якутию. С каждым годом объемы перевозок грузов, значит, этим путем все время возрастали. Наконец дело дошло, что построили до Осетрова железную дорогу. И это главная входная база Якутии. Шло время, и поток грузов по Лене увеличился. Вот я не буду голословно, а проведу свои личные впечатления. Будучи премьер-министром Якутии, в 1993 году мы специально целый такой большим десантом руководства республики приехали в Искут, а потом в Иркутск, чтобы договариваться с иркутянами об организации навигации. Потому что тот год сложился крайне тяжелый. Это была засуха, воды на Лене не было. У нас поля все в центральной Якутии почернели, потому что саранча все съела, понимаешь. И надо было завести в короткий период времени, значит, нужное количество грузов. И когда мы приехали в Искут, я просто глазам своим не поверил. Там в Искуте лежало 12 миллионов тонн грузов для Якутии. Все было, весь берег, насколько глаза могли увидеть, это все были грузы для Якутии. Тут тебе и комбикорм, и металлоконструкция, и взрывчатка, значит, и строительные материалы, и товары народного потребления. 12 миллионов, вот какой объем перевозок был, значит, на Лене. Ну, конечно, возможность перевести все эти грузы зависела, с одной стороны, от пароходства, но главным образом, на самом деле, от содержания водного пути. Не будет пути, значит, никакое судно, значит, бесполезно. Это как на дороге. Значит, нет дороги, значит, автомобиль никакой не пройдет. И поэтому тогда, значит, на Лене действовало мощнейшее ленское, ну, как тогда называли, управление судоходных путей, которое занималось всей этой работой. Эта работа в условиях Якутии чрезвычайно трудная, по многим причинам. Во-первых, Лена необычная река. Она необычна чем? Ну, реки традиционно говорят, это горная река, а это река равнинная.
А Лена, на самом деле, на одних своих участках является типично горной рекой, и многие притоки Лены горные, а на других участках она является равнинной. И это значит, что там самые разные условия судоходства. Вот, предположим, горная часть, вот Лена перерезает Потомское Нагорье, вот эти знаменитые щеки. Там на корабле стоишь, смотришь вверх, скалы, и кроме неба ничего не видно, скалы и небо, скалы и небо. Настолько это прямо прорвала река, значит, это Нагорье и петляет там. Значит, или там Пьяный Бык, такое место есть. Это узкая горная река, по ней надо обеспечить судоходство. А дальше равнина. Значит, а равнина, она чревата тем, что берега, будем говорить, оседают, река постоянно в силу этого знаменитого ускорения Кориориса из-за вращения Земли делает такие меандры, все время фарватер перемещается реки. В этом году он был здесь, а через 20 лет он уже в другом месте. Он, пожалуйста, раньше корабли прямо к Якутску подходили, а сейчас глубина только выше Нижнего, без Тяха. Значит, потом она, возможно, переместится в другое место. Это одна сторона дела. Другая сторона дела, что равнинные реки имеют определенный характер стока. Вот Лена в своей равнинной части и ее притоки равнины, типа Вилюя, там, значит, они имеют сток, который называется Восточно-Сибирским. А притоки Лены, значит, имеют характер стока, который называется Дальневосточным. А в чем разница? На обычных восточно-сибирских реках паводок сошел за 2-3 месяца, и все. А на дальневосточных, значит, там, кроме паводка, вернее, кроме, значит, половодья, бывают еще паводки, которые зависят от того, что пришли циклоны с океана. И вроде бы, значит, река должна находиться, значит, на своем обычном уровне, и вдруг она поднимается, потому что на притоке Лены циклонами нагнали проливные дожди и так далее, и так далее. То есть ее режим совершенно необычный по отношению к другим рекам. Вечная мерзлота, значит, которая делает совершенно другой характер, значит, тех же самых паводков. Вот у нас 2 пика, весной и осенью. Это связано с вечной мерзлотой. С одной стороны, с ее таянием, а с другой стороны, с началом замерзания, когда она выдавливается вода, значит, попадает в Лену или в притоки, или вода вновь поднимается. Или, например, представьте себе такие могучие реки, ну, 900 примерно кубокилометров воды наши реки, значит, выносят в море, моря арктические. Это значит, они несут с собой взвеси, всевозможный песок и так далее, все время перекрывают устья реки. Надо прорезать этот бар для того, чтобы обеспечить судоходство и сброс воды. Нагонные ветры, которые дуют с морей, с океана и так далее, значит, до 150 километров они, значит, могут поднять, значит, согнать воду из устья вверх, и колебания высоты реки будут колебаться до 1,5 метров уровня обреза воды. Видите, сколько проблем, трудностей и так далее. А плюс к этому территория. Наше бассейное управление водных путей, его зона деятельности не совпадает с границами Якутии, она значительно больше. Они обеспечивают бассейн Риены, значит, бассейн Анабара, бассейн Оленька, значит, бассейн Яны, бассейн Дегирки, бассейн Колымы, а еще бассейн Подкаменный-Тунгусский, это Иркутская область, а верховье Лены находится тоже в Иркутской области, а верховье Алекма в Читинской области. Значит, а притоки Колымы находятся и на Магадане, значит, и на Чукотке, поэтому граница нашего бассейного управления значительно больше, значит, чем территория республики. А это тоже, значит, огромная работа. Поэтому всегда наше бассейное управление водных путей, значит, оно, вот несмотря на такие сложные условия работы, значит, умело обеспечит нам судоходство и нам, и нашим соседям. Значит, а с другой стороны, это было могучее такое предприятие. Мы гордились его техническим уровнем, когда они получали новые земснаряды, значит, насосы и так далее, которые в мире-то не применялись, а наших, это было все под занавес советской власти, когда у них было, значит, совершенно современная авиационная оборудованная системы связи и так далее, и так далее. Это был огромный, мощный трудовой коллектив, который был и технически, и интеллектуально на очень высоком уровне обеспечил всю жизнь нашей республики.
Вот и сейчас, сегодня навигация вот началась, почти 250 кораблей, значит, или там всевозможных устройств, значит, для выправления фарватера и работы на русле Лены. Вышел огромный трудовой коллектив. Значит, он будет работать и днем, и ночью. Значит, как только навигация началась, лед тронулся, они уже следом идут, надо выставить обстановку, чтобы сразу организовать судоходство. Осенью начнется шуга, значит, холода, ветры, они будут находиться на своих, значит, постах. Это трудная, ответственная работа, мы должны быть очень благодарны этому нашему трудовому коллективу. Ну вот, жизнь идет, значит, многие говорят, ну появляются новые виды транспорта. Ну вот, пришла железная дорога, строятся автомобильные дороги. Понимаете, значит, новые виды транспорта не уменьшают поток грузов, они только его перераспределяют по-другому. Я вот всегда ратую за то, чтобы строили железные дороги, и говорю, что помимо, значит, того, что мы сделали, предположим, дороги Аям, железные дороги, или дорогу на Эльгу, надо строить еще железную дорогу на Магадан. А, значит, надо перейти Лену в Нижнем Бестяхе мостом железнодорожным и гнать железную дорогу через Устилим прямо на Урал. Ну, изменит ли это что-нибудь? Ну, изменит географию. Значит, посмотрите, изменит направление грузопотоков. Вот раньше мы получали основные грузы из Иркутска. Сейчас значительная часть перешла на Якутск. Значит, появятся новые пункты, значит, как бы на реках, где железные дороги будут пересекать эти реки. По-иному будут транспортные схемы складываться, но водный транспорт останется важнейшей составной частью. Привезли в Якутск, надо развести по реке Лени дальше, вверх, вниз, на боковые реки. Подойдет железная дорога, предположим, к Чоне, там, значит, надо делать перевалочные базы и перевозить грузы уже по Чоне и так далее. Ну, посмотрите, все крупнейшие города России, особенно на востоке нашей страны, они находятся там, где железные дороги пересекают реки. Вот, пожалуйста, начнем с востока. Владивосток – это встреча железной дороги с Тихим океаном, это понятно. Хабаровск – это пересечение Амура. Чита – это пересечение такой реки Ингода, это бассейн Амура. Улан-Удэ – это пересечение железной дороги реки Селенги. Иркутск пересекается Ангара, Красноярск, Енисей, значит, Новосибирск, Обь, Иртыш – это Омск и так далее. Вот также и у нас Якутск станет огромным таким центром, значит, перевалки грузов железной дороги на реки. Значит, появятся, может быть, еще какие-то другие. Поэтому вот это значение водных путей для нас, оно никогда не уменьшится, и это надо хорошо понимать. Ну, я прямо скажу, что на самом деле вот наше бассейновое управление, с одной стороны, мы гордимся, значит, его достижениями, особенно они гордимся тем периодом, когда вот Юрий Анатольевич Долженко был руководителем, ну и нынешнее руководство старается поддержать вот эти традиции. Значит, они принимали активное участие в жизни республики в любом плане, и в социальном плане, и выполняли особо важные задачи, как, например, при прокладке трубопроводов через реку Лену и так далее. Но мы должны понимать, что они находятся в очень трудном положении, особенно по части финансирования. Это федеральная задача, это все федеральное учреждение. Значит, по закону все реки в основном перешли в федеральное ведение. Ну и, соответственно, структуры, которые их обслуживают. Вот недавно совсем состоялось совещание при президенте, посвященное речным путям. Там прозвучал вопрос о том, что идет хроническое недофинансирование водных путей. Но как-то вот финансово-экономический блок правительства мимо ушей этот вопрос пропустил, даже ничего не ответили, и как-то все замокло. А надо этот вопрос настойчиво ставить. Ну а если говорить о перспективе, о будущем, надо вообще изменить немножко подход к водным ресурсам. Надо так понимать, что вода, значит, она является ресурсом, который имеет не меньшее значение и не меньшую ценность, чем нефть, газ и так далее. И запасов воды, пресной воды, уже сегодня не хватает на нашей планете в связи с ростом населения, изменением климата и так далее. Уже говорят о водяных войнах, которые могут развернуться в Средней Азии, на Ближнем Востоке или, предположим, там в Африке. Борьба за воду. Кто перекрыл там ту или иную реку, кто отобрал больше воды, кто меньше и так далее. То есть вопрос обостряется. Надо бережно относиться к этому ресурсу и относиться к нему комплексно. Мы должны понимать, что надо создавать и запасы. Вот. Значит, это значит, должны быть водохранилища там, где они нужны. Надо строить гидроэлектростанции на реках.
Значит, конечно, на равнинных реках, на Лене там незачем их строить, но притоки Лены, Учур, Темтон и так далее, сам Бог велел, значит, там построить мощные гидроэлектростанции. Во всем мире потенциал гидроэнергетической любой страны используется, ну, я имею в виду развитые страны, примерно от 95 до 97%. У нас в России 16%. Примерно 20% водных ресурсов всей страны находятся в Якутии. Вот сам Бог велел нам создать целые каскады. Значит, и при помощи этого регулировать уровень воды на реках. А за счет этого, конечно, и судоходство дальше развивать. Значит, необходимо объединить разные структуры, которые сейчас есть. А то одна структура контролирует загрязнение вод, другая занимается береговыми сооружениями, третья, вот наподобие нашего Ленского управления, собственно говоря, обеспечит судовой ход. Надо создать на реке одного хозяина, значит, с точки зрения содержания рек. Это дело будущего, это большая перспектива. А сейчас я хотел бы обратиться словами искренней благодарности нашим путейцам за то, что они внесли огромный вклад в развитие республики. И сегодня мы этого не замечаем, но наша повседневная жизнь зависит от их труда. Вот у них юбилей, значит, они ведут свой отчет с 1938 года. Можно отсюда вести отчет, можно даже раньше начать и сказать, что 100 лет нашему управлению, можно и позже и так далее. Но не в этом дело, а в том, что мы должны отдать должное, всячески поддерживать этот трудовой коллектив, который является одним из самых главных флагманов, значит, нашей республики. Поэтому я от всей души поздравляю с юбилеем.